И снова здравствуйте. Сегодня пятница, вечер. В эфире программа «Прайм Бабченко», в эфире телеканала АТР. Я, соответственно, Аркадий Бабченко. И, соответственно, у нас опять с вами замечательная юмористически, сатиристически иронизирующая программа «Что там у них за поребриком?». И мы сегодня с вами будем говорить про смерть Сталина, про бабушек, пляшущих через речку, про выброшенных в гаражи наркоманов и про трактористов, играющих в бой с сожжением трелевочными тракторами в этой замечательной стране. Ну и всякие другие, конечно, безусловно, интересные новости. Итак, погнали. Так, с чего мы с вами начнем сегодня? Мы с вами начнем сегодня. В России опять началась всенародная скорбь. Умерла актриса Людмила Сенчина. И опять все скорбят, опять все убиваются горем, и опять все высказывают свое соболезнование. Но я напомню, что Людмила Сенчина в марте 2014 года это активный член партии «Единая Россия», которая не раз выступала в поддержку партии «Единая Россия», подписала письмо в поддержку политики президента России Владимира Путина по российской военной интервенции в Украину. В дни, когда решается судьба Крыма и наших соотечественников, деятели культуры России не могут быть равнодушными наблюдателями с холодным сердцем. Наша общая история и общие корни, наша культура и ее духовные истоки, наши фундаментальные ценности и язык объединили нас навсегда. Мы хотим, чтобы общность наших народов и наших культур имела прочное будущее. Вот почему мы твердо заявляем о поддержке позиции президента Российской Федерации по Украине и Крыму. Говорится в обращении. Что-то я опять не скорблю, что-то я опять национал-предатель, и опять мне как-то совершенно фиолетово, что был еще один единый член Единой России, который подписал обращение по аннексии Крыма и радовался от этого возвращения в родную гавань до потолка, а теперь его нет, и как-то совершенно мне все равно от всего этого. Ну и переходим к реальным новостям, к новостям этой замечательной страны, к реальности ее жизни. В Москве джип влетел в остановку, а в багажнике автомобиля находился труп. Внедорожник марки «Форд» влетел в остановку на проспекте Мира в Москве. Пострадали 3 человека, в том числе водитель автомобиля. В багажнике машины был обнаружен труп, передает агентство «Москва» со ссылкой на источник. Ранен водитель и 2 женщины, ждавшие на остановке автобус. Ранее сообщалось об одном погибшем, но им оказался труп в багажнике автомобиля, рассказал источник. Но опять же, прокомментировать все это можно только тем образом, что Квентин Тарантино сейчас, конечно, пьет антидепрессанты, кусает локти у себя в Голливуде и плачет от того, что он не родился в России, не владеет русским языком и не может читать эти замечательные новости. А даже если бы и мог бы, и снял бы какие-нибудь свои бешеные псы с тем, как у него внедорожник «Форд» влетает в остановку, а там в багажнике автомобиля обнаруживается труп, ему бы сказали: «Квентин, дружище, перебор. Слишком перебор, слишком все это не смешно и напыщено». Но вот в России это все реальные новости, настоящие, случающиеся практически каждый день. Новости медицины. В Сочи врачи выбросили больного в гаражи. Медики вывезли тяжело больного пациента за пределы больницы и выбросили его в гаражах. По словам очевидцев, медсестры заявили: «Заберите его себе, нам он не нужен». Скорую выбросили прохожие. Давайте посмотрим это замечательное видео. Его в больнице лежал на каталке, 2 медсестры перевели, выкинули и оставили. Мы говорим: что вы делаете? Говорит: заберите себе его, он нам не нужен. Вот на такой каталке привели 2 медсестры с больницы сюда. Выкинули и ушли. Что вы орете, не могу понять. Ничего. Вы за своей работой Я могу смотрите. разбить тебе аппарат. Да разбей, попробуй. Ага. Герои нашлись. Лично я тебе не разрешал. А мне не надо разрешения ваше. Да чтобы такое потом больше не повторялось, и поэтому вы снимаю. Что вы делаете? Как... Даже животных не выкидывают, как делают. Плохо, никто не говорит. Причем вообще вы? Про вас. Если сюда наложить музычку из Бенни Хилла, Бенни Хилл бы, наверное, тоже плакал бы сейчас в гаражах, и ему бы тоже сказали, наверное, что это перебор. Ну вот, опять же, реальность.
Великодуховная страна. По-моему, в этом ролике все прекрасно. Человека вытащили из больницы, выбросили его в гаражах. Прохожие вызвали скорую. Приехала скорая, обматерила прохожих, пообещала разбить им лица и камеры, но все-таки забрали этого человека в конце концов. Как я тебе говорю, Родина тебя бросит, сынок, всегда. Причем это исполняется теперь в прямом смысле, и людей выбрасывают в гаражи. Да, кстати говоря, вы видите вот эту вот плашечку у нас на экране. Это телефоны прямого эфира. Звоните, пожалуйста, задавайте свои вопросы по телефону, по скайпу, по пейджеру, по мессенджерам, по граммофонам и по всем другим средствам связи, которые у нас только имеются. Спрашивайте, мы вам с удовольствием на все ответим. В Симферополе умерла беременная девушка, которую выставили в тапочках на Зимнюю улицу из больницы имени Семашко. Поводом для проявления жестокости к пациентке стало отсутствие полиса ОМС. Юрист больницы говорит, что сам не понимает, как это произошло. Да ладно. В случившемся виновата вся система оказания медицинской помощи. Беременную полночи гоняли по медучреждениям и в конце концов выгнали на мороз. Татьяне Пименовой был 21 год. До своего 22-го дня рождения она не дожила 5 дней. Полгода назад девушка переехала в Крым к своему гражданскому мужу из Волгоградской области. Ну, что я здесь могу прокомментировать? Мы хотим умереть на родине. Я, как либертарианец, считаю, что все желания всех людей должны исполняться. Хотели камни с неба, пожалуйста, вот они все пришли. В Подмосковье задержан один из руководителей секты Бога Кузи, укравший 215 миллионов рублей со счетов МВД. Полицейские из подразделения по борьбе с экстремизмом и сотрудники ФСБ задержали в Московской области Юрия Цукермана, который является одним из руководителей религиозной секты Бога Кузи. По версии следователей, Цукерман причастен к похищению сотен миллионов рублей, которые хранились на банковских счетах московской полиции. Следователи установили, что Цукерман изготовил поддельные документы, требуя взыскать с бывшей жены Жанны Фролушкиной долг. Сама Жанна на тот момент сидела в СИЗО, так как тоже была помощницей Бога Кузи и проходила обвиняемой по уголовному делу. На основании фальшивых документов суд в 2016 году вынес решение о взыскании в пользу Цукермана свыше 215 миллионов рублей, находившихся на хранении в уполномоченном органе в качестве вещественных доказательств по ранее возбужденному уголовному делу. Этим уполномоченным органом был главк полиции Москвы. Замечательный человек. По-моему, он реально... мне кажется, я считаю, что он действительно свидетель Бога Кузи и, может быть, даже в каком-то смысле и сам является Богом Кузи, потому что провернуть такую замечательную аферу и выцегонить со счетов главка Министерства внутренних дел 215 миллионов, пока твоя жена сидит в СИЗО, это, согласитесь, нужен недюжинный талант. Ведь может, ведь может быстрых разумом Платонов и каких-то там еще Нефтонов российская земля рождать. Начальник охраны главы ЛНР Плотницкого Евгения Селиверстова новая власть в Луганске обвиняет в участии в диверсионной группе, которая для нагнетания обстановки от имени ВСУ обстреливала из минометов Луганск. Вот это, конечно, замечательная новость. То, что они там начали жрать друг друга, это, конечно, ни для кого не секрет. Это, как и предполагалось, все по заветам Лаврентия Павловича Берии. Пришли новые, стали жрать старых. Но вот обстрелы от имени ВСУ, обстрелы Луганска от имени ВСУ для нагнетания обстановки, я бы очень-очень советовал вот эту информацию взять на карандаш и ОБСЕ и всем остальным для дальнейшего предъявления потом в Гааге. Потому что, на мой взгляд, это, в общем-то, явка с повинной. И у нас с вами есть звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста, задавайте свой вопрос. Добрый вечер. Здравствуйте, Аркадий. Меня зовут Андрей, я из Киева. Меня очень интересуют вопросы, связанные с шумихой и паникой, можно даже сказать, в российском обществе по поводу фильма про смерть Сталина. Не считаете ли вы, что любой тиран, любой диктатор в первую очередь боится выглядеть смешным? И именно поэтому такая боязнь против этого фильма, такое нагнетание ситуации, что тот же самый президент нынешней России, он боится лежать так же само в луже мочи в свое время или с черенком лопаты в одном месте, как Каддафи. Да, окей. И боится выглядеть смешным.
Окей, спасибо за ваш вопрос. Безусловно, я с вами согласен. Я только с вами, может быть, поспорю немного в нюансах, потому что диктатор становится смешным, конечно, после своей смерти, там, после прошествия какого-то времени. Пока он находится у власти, те, кто под его диктатурой, под его узурпацией, конечно, совсем не до смеха. И вот нам с вами, я сейчас думаю, тоже не очень до смеха из-за Путина. Но, безусловно, власть может быть какой угодно. Диктаторская власть, особенно диктаторская власть, да, она может быть какой угодно. Она может быть тупой, она может быть глупой, она может делать ошибки, она может быть зверской, она может быть более-менее там какой-то с человеческим лицом. Но единственное, что она не может быть смешной. Это однозначно. И, безусловно, все эти параллели в верхушке российского общества, они, безусловно, чувствуются, да и в российском обществе чувствуются. И, безусловно, они всячески стараются избегать этих параллелей, потому что, на мой взгляд, режим сейчас начинает кристаллизовываться, да, то есть ему перестают быть важными все вот эти вот внешние, какие-то внешние атрибуты, да, они уже не хотят быть больше хорошими, если там 4 года назад они говорили, это не мы, их там нет, Боинг не мы сбили, мы хорошие, пустите нас в Европу, пустите нас в G8, то сейчас им на это становится плевать, и они говорят, да, это мы, да, мы плохие, и что дальше? Ну и вот в этой кристаллизации избежать, самое главное, избежать, конечно же, ассоциаций вот с этим вот маленьким, стареньким, сморщенным человечком, лежащим в луже собственной мочи, потому что в такой кристаллизованной структуре власть должна быть, конечно, сакральной. Она может быть только сакральной, она может быть только полуфараоном. И смеяться над ней нельзя ни с какими ассоциациями. Это, безусловно, одна из самых главных их задач. Но мы до смерти Сталина еще дойдем. У нас есть целый блок про этот фильм замечательный. Гражданина РФ ефрейтора Виктора Агеева приговорили к 10 годам лишения свободы по статье об участии в террористической организации. Новоайдерский районный суд Луганской области признал российского военнослужащего Виктора Агеева виновным в терроризме и приговорил к 10 годам лишения свободы. Адвокат отметил, что его признали виновным в участии в террористической организации ЛНР. Также Агееву инкриминировалось незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов. Прокурор просил для него 12 лет лишения свободы с конфискацией принадлежащего имущества. Адвокат заявил, что обжалует приговор, так как считает его чрезмерно суровым. Я бы тоже посоветовал все-таки адвокату обжаловать приговор, так как я считаю его чрезмерно мягким, и я думаю, что на апелляции всплывет еще что-нибудь, и в конце концов человеку выпишут адекватный срок в районе там, 20 лет. Потому что если уж в России выписывают, там, за поджог двери выписывают 20 лет как за терроризм, то здесь уж за реальный терроризм 10 лет, на мой взгляд, слегка мягковато, я бы так сказал. Кстати, меня вот все время, постоянная тема там на встречах, да, везде в интервью, меня все время спрашивают, почему эти люди едут в Донбасс, зачем вот они туда едут, вот зачем вот этот вот Агеев взял, бросил все, бросил свою семью и поехал воевать в Донбасс за какой-то там Новороссию, за какой-то русский мир. Мне кажется, я нашел ответ на этот вопрос. Я всегда затруднялся на него ответить, потому что, ну, потому что инфантилизм, потому что в одной голове замечательно уживается все. И, там, и Крым наш, и Сталин, и Николай II, и вера в Бога, и вера в коммунистов. Да? И то, что там пропаганда мозги промыла напрочь. Мне кажется, мы нашли ответ на этот вопрос, и мне кажется, он вот в этом замечательном видеоролике про скрепы, про скрепные игры российских взрослых мужиков. Давайте посмотрим его. Ебаные немцы ползут, блядь! А вот и танкист прет, блядь, конкретно, блядь! Давай, блядь, немцы, взрывайте, суки! Давай мои его, сука! Давай, блядь! Молодец, ебать! Гусеница, блядь, подорвал, нахуй! Как... И ты, блядь! Ебать, брат! Блядь, танкисту, нахуй! Деды воевали и нам завещали. Если это ролик довольно старый, кстати говоря, ему уже несколько лет. Ну, если нет Донбасса реального, они готовы строить Донбасс у себя даже в Сибири стрелевочными траками. И у нас есть еще один звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Добрый вечер. Задавайте свой вопрос, пожалуйста.
Добрый вечер, Аркадий. У меня просто такой вопрос. Судя по общению в Фейсбуке и со знакомыми, и с родственниками из России, не кажется ли вам, что там как-то начинает, немножко совсем по-другому относиться к тому же Путину? Не кажется ли вам, что меняется отношение? И, конечно, до горящих шин еще очень далеко. Да, я понял ваш вопрос, спасибо. Спасибо вам за вопрос. Мне, безусловно, кажется, что меняется отношение к Путину, безусловно, но я думаю, что вы имели в виду, что оно меняется в другую сторону, в сторону ухудшения. На мой взгляд, оно, кажется, меняется, наоборот, не то чтобы в сторону улучшения, а в сторону принятия. Да? Вот сегодня как раз Алексей Навальный опубликовал результаты своего опроса, который они проводили в Екатеринбурге. Это не в ЦИОМ, не ФОМ, там, не Левада-центр, это вот именно ФБК провел этот опрос, и даже по опросу ФБК рейтинг Путина 56-62%. Вот это ровно то, что я и говорил. Вот по моим ощущениям рейтинг Путина 50, 55, 60%. 2/3 населения этой страны его действительно поддерживают. И вот по моему ощущению, опять же повторюсь, этот режим начинает кристаллизовываться. Он начинает кристаллизовываться, ему начинает плевать на все, что творится во внешнем мире, ему начинает, в общем-то, плевать на то, что творится внутри. Он бронзовеет, заходит куда-то уже на ту стадию диктатуры, когда ему, в общем-то, ни какие-то не внешние признаки, ни какие-то помощники уже не нужны. Да? Потому что, смотрите, начались посадки олигархов, началось... это, в принципе, это можно назвать борьбой с коррупцией. Да? То есть это еще один шаг в сторону рейха. Если раньше Путину нужны были олигархи со своими деньгами, и он им за лояльность прощал очень много, то теперь ему даже лояльность миллиардеров не нужна. Да? Он начинает осознавать сам себя как единое целое, как такой, знаете, Skynet, да, только в плохом смысле, конечно, этого слова. Он начинает себя осознавать как самодостаточный такой режим, сделавший еще один шажок в сторону Северной Кореи. И по моим ощущениям, Россия начинает себя осознавать примерно точно так же. Да? То есть ей уже тоже становится плевать на связи с Европой, на то, как они выглядят в мире. Не получилось с Европой, не получилось. Ну и черт с вами. Да, мы плохие, черт с вами. А что вы нам сделаете, да? И в этом смысле они объединяются не то, чтобы вокруг Путина. Они будут объединяться вокруг любого царя, который в данный момент сидит на горе. Вот сейчас на горе сидит Путин, они будут объединяться вокруг него. Это очередной шажок, на мой взгляд, это очередной шажок в сторону рейха. Конечно, на местах, знаете, мне кто-то рассказывал, вот ехал он с дальнобойщиком, да, и они поговорили про все эти протесты. Дальнобойщик сказал: а что вы протестуете? Народ в основном доволен. Народ в основном доволен. Да, есть какие-то недовольства на местах, но они быстро гасятся. Когда-то проблема решается, когда-то забивается дубинками. А в целом народ доволен, потому что никогда в России так хорошо, как при Путине, не жили. И это правда. И это правда. Экономика не рухнула, нефть пошла вверх, баррель стоит $70. Так что пока никаких кардинальных изменений ожидать не приходится. И у нас есть еще один звонок в студии. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Здравствуйте. Задавайте, пожалуйста, свой вопрос. Алло. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Хорошо, добрый вечер. Добрый. Задавайте свой вопрос, Я пожалуйста. хотел бы поинтересоваться, а как вы думаете, вообще... Сейчас я отойду от телевизора, потому что отдается эхо, мне неудобно говорить. Да, скажите, пожалуйста, а вообще, вы не знаете, может такое случиться, что вот Путина изберут, его выгонят с власти, его засудят за все это произошедшее, что он натворил в стране? Нет, да, спасибо за вопрос. Но когда-то его, конечно же, засудят, если он доживет до суда. Может быть, он кончит как Каддафи, а может быть и как товарищ Сталин, до которого мы все никак не можем добраться. Конец таких режимов всегда одинаков, он всегда очевиден. Но я могу сказать, что на ближайшие 6 лет это совершенно точно мы будем с Путиным. И с 90% вероятностью на ближайшие 12 лет мы тоже будем с Путиным. Что там будет потом, через 12 лет все-таки загадывать сложно, потому что мир меняется довольно быстро. Но как бы и через 18 лет мы еще не остались с Владимиром Владимировичем Путиным. Во всяком случае, на среднесрочную перспективу, на ближайшие 6 лет будет Путин, и Россия будет вокруг него вполне себе такая с 2/3 поддержки. Это однозначно. Других вариантов не бывает, не будет.
В Петербурге полицейские нашли более 20 самодельных взрывных устройств и крокодила в подвале дома учредителя военно-патриотической организации. В ходе обыска обнаружено более 20 самодельных взрывных устройств, артиллерийский снаряд калибра 76 мм, минометная мина калибра 82 мм, около сотни патронов, 40 макетов автомата Калашникова с признаками переделки. Также в подвале дома был обнаружен крокодил. Взрослый нильский крокодил вынырнул из подвальной жижи и клацнул челюстями при виде человека, пишет Фонтанка.ру. Нильский крокодил – самый большой из трех видов рептилий, обитающих в Африке, второй по величине в мире. Его челюсти обладают внушительной силой, что позволяет им удерживать и убивать крупных животных. Известен как крокодил-людоед. Длина взрослой особи в среднем составляет от 3 до 4 метров, вес 300 килограммов. Ленинградский зоопарк отказался забирать рептилию. Как объяснил его представитель, у крокодила нет документов, а у зоопарка нет свободного места. Вот что там происходит в голове, когда у руководителя военно-патриотического клуба в подвале лежит минометная мина и артиллерийский снаряд, но это как раз понять можно, как же они без этого. Но и все это богатство охраняет крокодил. Прям какой-то поход аргонавтов и дракон вокруг золотого руна. Новости культуры. И как раз смерть Сталина запретили, как вы знаете, уже запретили в России показ кинофильма «Смерть Сталина». И давайте посмотрим замечательный ролик, который сделали наши коллеги из издания «Медуза» о выступлении депутата Государственной Думы, по-моему, она еще депутат, а может и сенатор, уже сейчас не помню, Елены Дропека от партии КПРФ. Там в этом ролике прекрасно просто все. Давайте его посмотрим. Я тоже помню ночь смерти Сталина. Я чуть младше вас, но я помню эту страшную ночь, когда папа по тревоге немедленно уехал в полк, потому что была объявлена тревога, а мама, заплетая и расплетая косу, ходила по квартире и плакала. Это была тяжелая минута для Российской Федерации. Все ждали потрясений. И потому что сегодня говорят нам социологические опросы, мы видим, что 64% опрошенных граждан считают Сталина великим деятелем в истории Российской Федерации. Поэтому то, что происходит сегодня вокруг фильма «Смерть Сталина», Сталин умер. Он умер. Сталин умер! Это не шутки. Товарищ Сталин, я... Сиди. Думаю, что прав Никита Михалков, что надо заставить всех посмотреть эту гадость. Ты заставишь этих трусов. Посмотреть эту гадость. Когда Сталин лежит в луже мочи, а вокруг него уроды, которые делят власть. И ни одного положительного героя. И никого, на ком можно было бы остановить глаз. И народ урод, и страна урод, и руководители его тоже уроды. Это страшно. И вот этот фильм не смогли остановить, потому что формально в нем нет порнографии. И вот мы придумали, что надо отозвать удостоверение и провести дополнительную экспертизу. Сталину бы понравилось. Но это говорит о чем? О том, что сегодня вот эта чиновничья структура не справляется со сложным вопросом, который нужно решать. Как отличить насилие в мультфильме, не знаю, там про волка и зайца, от насилия ужасного, которое, значит, вот как в этом фильме, когда пилят пилой череп вождя. Как? Только экспертным путем. В искусстве другого пути нет. И поэтому мы предлагаем вернуться опять к теме Совета по нравственности в Российской Федерации. Великолепный план, просто охуенный, если я правильно понял. Нужно нам иметь некий орган, который бы мог решить экспертным путем, должно быть это показано в России или не должно быть. В условиях информационной войны мы должны начать жить по законам военного времени. Я считаю, нам надо задуматься и ограничить возможности распространения информации, наносящей вред нравственности и безопасности нашей страны. Вперед! По пути
пути к полному торжеству великого дела. И народ урод, и страна урод, и руководители уроды. Спасибо коллегам из «Медузы» за этот замечательный ролик. Спасибо товарищу Дропека за эту правду матку, которую она зарезала с трибуны Государственной Думы. Потому что если бы я такие слова сказал, меня бы уже давным-давно, конечно же, посадили. А вот наши депутаты говорят, как оно есть на самом деле. И у нас есть еще один звонок. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Задавайте свой вопрос, пожалуйста. Здравствуйте. Запорожье. Такой вопросик к вам. Ну, хотелось бы быть более объективным, понимаете, без пропаганды только, хорошо? Да, хотелось бы просто узнать, народ Крыма сейчас как бы отнесся к тому, что случилось в Украине в 2014 году. И как бы политикой, а вот как бы народ бы отнесся к этому, и хотел бы он, что произошло в стране, и как вот как вы относитесь? Вот такой вопрос. Спасибо за вопрос, но это вопрос не ко мне. Целый телеканал АТР рассказывает каждый божий день, как народ Крыма относится к оккупации Крыма и к новым репрессиям. Я думаю, люди к тому, что их репрессируют, сажают, врываются в дома и там пропадают активисты и вообще им запрещают в принципе быть народом, я думаю, они относятся отрицательно. Если у вас есть на этот счет другое мнение, пожалуйста, вы вольны его иметь, но мне не кажется, что оно будет в этом случае правильным. Живущий в США сын Никиты Хрущева Сергей благодарит министра культуры Российской Федерации за отзыв прокатного удостоверения у фильма «Смерть Сталина» и просит Мединского приложить все усилия, чтобы это, как выразился Сергей Хрущев, подлая ложь не отравляла чувства людей, как молодых, так и тех, для кого еще свежа память о прошлом. Это заявляет, напомню, сын Никиты Хрущева Сергей Никитович Хрущев, который в 1991 году уехал в США и точно так же до сих пор проживает в США, но очень-очень болеет за Сталина. Еще хотелось бы, мне кажется, по этому поводу услышать мнение внучки Сталина Крис Эванс, которая живет, естественно, в США, внуков и внучек того же Хрущева, внуков, внучки и правнучки Андропова, правнука и племянницы Брежнева и дочери Суслова. Все они, естественно, являются гражданами США, все они там проживают. Наверное, они тоже беспокоятся за Сталина и за нашу с вами родину, Россию, которую так эти проклятые газдеповские американцы обливают ложью. Кстати, тем временем ВЦИОМ рассказал о падении популярности Андрея Дмитриевича Сахарова. В ходе опроса, приуроченного ко дню рождения Высоцкого, граждан попросили выбрать 3 людей, которых они могли бы назвать кумирами 20 века. Если сравнить данные с предыдущими опросами, то окажется, что с 1999 года популярность Андрея Сахарова упала с 26 до 11%. При этом популярность Иосифа Сталина выросла с 14 до 22%. Как мы видим, ровно в 2 раза выросла популярность Сталина, более чем в 2 раза упала популярность Сахарова. Но, кстати говоря, Дропек вот говорил про какие-то 68%, вот опрос в ЦИОМ 22%, но тем не менее все равно я считаю, что это, конечно, безусловно много. У нас в эфире есть еще один звонок. Добрый вечер, задавайте свой вопрос, пожалуйста, здравствуйте. Аркадий, добрый вечер. Добрый. Меня зовут Андрей, я житель города Авдеевки. Меня интересует лично ваше мнение. Скажите, пожалуйста, насколько Путин самостоятелен в принятии решений, касаемых войны в Украине, и какая выгода так званых его друзей, скажем, из кооператива «Озеро» именно в этой войне? Спасибо. Спасибо вам за вопрос, спасибо, что смотрите в Авдеевке. Я думаю, Путин абсолютно самостоятельная фигура сейчас. Все-таки за 17 лет, я еще раз повторюсь, он дошел уже до такой стадии, когда он уже оказался на той вершине Олимпа, где только холод и одиночество. И никто его, конечно, за веревочки не дергает. И тех людей, все свое окружение, которое раньше было ему нужно, как мы сейчас видим, они либо садятся, либо бегут в Соединенные Штаты или там во Францию, как Сулейман Керимов, пытаясь спасти свои миллиарды. И Путин, по-моему, на это особо внимания не обращает. То есть он кристаллизуется, он реально бронзовеет, реально превращается, ну, не то чтобы в фюрера, но в такое некое подобие какого-то Ким Чен Ына.
Есть у него ближний круг. Я думаю, что это вот как раз те 5 человек, которые принимали решение об аннексии Крыма. И мне кажется, ему больше уже никого и ничего не надо. Интерес их, конечно же, уже не в деньгах, потому что там бабла столько нахапано, что деньги вообще уже перестали иметь значение. Интерес там уже пошел, конечно же, во власти и в величии. Я думаю, что человек поехал головой действительно настолько, что считает себя великим Наполеоном, фараоном, завоевателем Александром Македонским и объединителем земель русских, что его интересуют уже вот эти вот категории. Я думаю, в этом они действительно там искренне. И никакие они не марионетки. Спасибо за звонок. У нас есть еще один звонок. Давайте послушаем. Задавайте свой вопрос. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста. Добрий вечір. Добрий. Мене звати Юрій, я телефоную з Дніпровської області. Наскільки я знаю, пане Аркадію, ви фахівець у ВПК, так? Військово-промисловому комплексі російському. Что, простите? Так? Что? Алло, ви чуєте? Добре, так? Состою ли я в военно-промышленном комплексе? Ні, ви просто фахівець, так, наскільки я розумію? Нет, я не эксперт. Я не эксперт. Меня в армию перестали пускать уже лет 10 как назад. Меня там закрыли все входы и выходы, поэтому мне слово эксперт вообще не нравится. Я просто слежу за этими новостями. Я служу в российской армии, я понимаю логику событий, которые там приняты, да, и как они будут, в принципе, развиваться. Просто я могу это предсказывать, зная это по себе. У вас есть какой-то конкретный вопрос по этому поводу? Радянські ще зразки, так, техніки і так далі. А нового того вони нічого не вигадали. І з кожним роком це погіршиться і погіршиться, що вони не такі сильні, як, грають м'язами. Так, от ви розумієте, так, що я говорю? Я разумею, но я вас опять очень плохо слышу. Так краще, так? Так, у нас срывается звонок, прошу прощения. Я слышу слово через полтора. Если получится, попробуйте, пожалуйста, перезвонить еще раз. Сейчас не расслышал просто ваш вопрос, не мог ответить. Так. Россиянам отменят наказание за сбор валежника. Граждане России смогут теперь собирать валежник для собственных нужд. И это спасет сельчан и владельцев зимних дач от переплаты за дрова для отопления домов и растопки бань. Законопроект, принять который депутатов давно просят россияне, вышел на финальную стадию подготовки к первому чтению. Комитет по природным ресурсам заручился поддержкой правительства и администрации президента. Кабинет министров поддерживает законопроект и подготовил на него положительный отзыв, сообщил глава Россельхоза Иван Валентик на совещании с комитетом. Представитель Государственно-правового управления администрации президента тоже сообщил депутатам о поддержке поправок. И смотрите, какие силы втянуты в то, чтобы россияне могли собирать валежник. Администрация президента, профильный комитет, кабинет министров, Россельхоз решают невероятно сложную задачу, могут ли россияне собирать в лесу валежник или не могут. Великодуховная страна. И у нас есть звонок, насколько я понимаю, из Твери. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста, задавайте свой вопрос. Здравствуйте, звоню из города Тверь, Курсанова Елизавета Гавриловна, проживаю в городе, в своем доме в Хрущевке уже 40 лет, пенсионер Министерства обороны, и у меня сын взрослый, который закончил физтехник, Курсанов Николай Игоревич, ему 28 лет, он также после армии, после университета прослужил армию 1 год солдатом. Сейчас проблема такая вообще в нашей семье. Наша семья вся истреблена. Остались только мы, я, мой сын и моя сестра, которая лишилась памяти с 4 дипломами. Других всех то ли повесили, то ли в сумасшедшие дома направили. У нас крайняя ситуация. Мы тоже уже находимся на грани. Нас хотят то ли каким-то образом вследствие огромного наследства, которое официально не оглашается. И поэтому во время службы в армии сына ввели международное тело в голову, и сейчас в данный момент времени им сын управляется, все операторы. Это, конечно, не гласно, это я об этом, наверное, Пожалуйста, если вам не сложно, все-таки у нас не так много времени, покороче. Какой у вас вопрос все-таки, в конце концов?
У меня вопрос такой. Можно ли взять этот чип или в Украину приехать? У меня денег, правда, никаких нет. Абсолютно. Может быть, как-то приехать и взять. Или есть какие-то методы, чтобы не было так страшно. Спасибо. Я вас очень плохо слышу. Я надеюсь, сейчас мне редакторы в ухо переведут ваш вопрос. Я постараюсь вам на него ответить. Я просто все не очень расслышал. Так, редактора тоже мне не могут сказать, к сожалению, что вы спрашивали. Я понимаю, речь идет про какой-то чип, и можно ли приехать в Украину. Я, к сожалению, не знаю. Я не специалист по этим вопросам. Прошу прощения. Мы больше по валежнику, которые собирают в России. Про валежник. Возвращаемся, кстати, в Россию. В Вологодской области жителям деревни никак не могут построить мост через речку. Давайте посмотрим небольшое видео на эту тему. Нет, нужен, потому что очень сей год много воды в реке было вот до сюда. А я ведь хлеба не куплю, так мне на одежду держать, да и сумку, да и... Тут рыбаки. Все, пошла. С Богом. Да, круто. Тихонько, понятно, сами сюда сходи. Так и хожу. Круто. Магазин как хлеб. Знаете, когда каждый раз приезжаю в деревню в России, да, все-таки едем по деревням, и там такая ситуация, она довольно часто, конечно, и мне каждый раз интересно. Вот смотришь видеоролики, там нас затапливают, у нас моста нету, то все, 5-10. Вологодская область, древесину хоть отбавляй. Мужики, вы не можете собраться поставить мост, но окей, администрация не разрешит вам ввести ее в эксплуатацию. Вы будете спрашивать у администрации, можно ли вам поставить мост, и можно ли вам по тому мосту, который вы построите, можно ли вам потом будет ходить без разрешения барина. Ребята, у меня нет комментариев. В России признали однополый брак между мужчинами. Москвичи Евгений Войцеховский и Павел Стацко добились признания в России их брака, который они заключили в Копенгагене. Как рассказал Павел, молодожены готовились к длительной борьбе с бюрократией, но все произошло очень быстро. Брак между ними был зарегистрирован 4 января 2018 года. Документы о регистрации вместе с заверенными нотариальными переводами они подали в многофункциональный центр услуг в Москве. У руководителя отдела не дрогнул ни один мускул на лице. Она спросила нас, мы вместе, и попросили паспорта для штампов. По словам Павла Стацко, он и его супруг не беспокоится, что из-за огласки их могут лишить штампов в паспорте. Им придется тогда менять семейный кодекс, по которому наш брак признается и действует в России. Но закон обратной силы не имеет, и наш брак все равно останется в силе, отметил москвич. Как следует из семейного кодекса, браки между российскими гражданами, заключенными за границей, признаются в России действительными, если нет обстоятельств, препятствующих их заключению. Тот факт, что брак зарегистрирован между двумя людьми одного пола, в качестве ограничивающего обстоятельства не указан. Боже мой, что сейчас начнется в стране победивших духовных скреп и величия Сталина. Такая дырка в законодательстве. Это, конечно, будет бомба почище тверка студентов Ульяновского института авиации. Мы обязательно будем следить, конечно, за этим делом. И у нас есть еще один звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Задавайте, пожалуйста, свой вопрос. Добрый вечер. Алло, добрый вечер. Пожалуйста, добрый. Добрый вечер. Тут эхо у вас просто идет. Скажите, пожалуйста, в России реально происходит импортозамещение в экономике? И если да, то не могли бы вы привести какие-то примеры, скажем, положительные либо негативные? Да, спасибо за ваш вопрос. Действительно, импортозамещение
в России происходит однозначно. Например, заместили сыры пальмовым маслом. И вместо сыров сейчас в России пальмовое масло. Заместили молоко сухим молоком. Нормальную фермерскую курицу заместили неким продуктом водянистым, который весь выращен на анаболиках. В этом смысле импортозамещение однозначно происходит. Но если государство уничтожает конкуренцию, вы понимаете, что качество товара падает просто моментально. Поэтому то, что там сейчас продается в России, я бы не рекомендовал есть вообще в принципе. В Петербурге неизвестный в маске написал на билборде с Путиным «Лжец». Как сообщают очевидцы, ночью на Гамбургской площади неизвестный преступник испортил агитационный плакат с президентом России Владимиром Путиным. Злоумышленник в маске написал черной краской на билборде «Лжец». Местные жители рассказывают, что подозрительный мужчина некоторое время прохаживался по улице с длинной палкой, которую впоследствии он использовал в качестве кисти, чтобы дотянуться до плаката. Информация о том, удалось ли противнику кандидатуры Владимира Путина на президентских выборах избежать наказания и не попасться в руки полиции, пока нет. Какой нехороший человек, какое жутчайшее преступление совершил. Высылайте мотоциклеты с пулеметами и конную армию. В Казани полиция ищет неизвестных, вытоптавших на снегу перед Кремлем слово «воры». В пресс-службе местного МВД рассказали, что сообщение о надписи поступило в полицию 23 января в 10:47. Правоохранительные органы планируют изъять камеры с центрального стадиона города для изучения видеозаписи преступления. В полиции заявили, что если в действиях неизвестных найдется состав преступления, то будет возбуждено уголовное дело. Установлено, что буквы слова «вор» выполнены путем хождения по снегу обувью. В связи с тем, что следы обуви на момент осмотра были заметены снегом, изъять их не представилось возможным. Как рассказала казанскому репортеру юрист международной правозащитной группы «Агора» Ирина Хрунова, оснований для привлечения кого-нибудь к ответственности нет, так как в надписи нет обращения к конкретному человеку. Это некая мифическая привязка к определенной местности настолько расплывчата, что говорить о каком-то оскорблении кого-то никак не приходится. Но это моя личная точка зрения. Увидят или не увидят в данном случае состав преступления правоохранительные органы, это совершенно другое, пояснила Хрунова. Конечно же, увидят. Такие силы вовлечены, изымаются камеры, проводятся экспертизы путем хождения по снегу обувью, проводится экспертиза этой обуви, выясняется состав инцидента, мотоциклеты с колясками, вертолеты с галоперидолом, конноармейцы с голыми шашками ищут и не могут найти этих жутчайших преступников, вытоптавших на снегу слово «воры». Когда на меня заводили уголовное дело, за пост в Facebook, я просто пост написал, на меня заводили уголовное дело, это было первый особо важный отдел первого особо важного управления по особо важным делам особо важного комитета, Следственного комитета Российской Федерации. Вот там что-то какая-то такая структура была. Это все особо важно и невероятно особо важно, короче говоря. 19-летний... У нас есть еще один звонок. Давайте сначала его послушаем перед новостью. Добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте, задавайте свой вопрос, пожалуйста. Да, добрый вечер. Меня зовут Виктор, я с села Красная Слобода, Черкасская область, Черкасский район. И хотел бы поинтересоваться, а вам неизвестно о том, когда прекратится война в ЛНР, в ДНР, когда уже наступит перемирие? Спасибо. К сожалению, мне неизвестно ничего об этом, потому что мне из Кремля об этом не докладывают, но я могу сказать совершенно точно. Война в ДНР и ЛНР прекратится только в том случае, когда украинская армия дойдет до Изварина и восстановит там свой флаг. И Украина восстановит свой территориальный суверенитет, потому что никаких других вариантов прекращения этой войны я не вижу. Я, к сожалению, не вижу политического решения этого вопроса, потому что Россия хочет оттяпать Донбасс и пойти дальше. Украина, естественно, хочет восстановить свой суверенитет и вернуть эти территории. К сожалению, эта ситуация, на мой взгляд, решается только силовыми действиями. У нас есть еще один звонок. Добрый вечер. Вы в эфире. Задавайте свой вопрос, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый. Это Мариуполь. Я хотела бы вам пожелать всего хорошего, чтобы у вас все было нормально, и с семьей, и с жильем, и со всем. А мой вопрос такой. Нельзя ли как-то сообщить самому большому, великому лжецу
России, что люди в Донецке, хотя я с Мариуполя, я часто езжу в Киев, у меня внук там учится, и в мариупольском поезде много ездит людей с Донецка. И они очень говорят, что они его ненавидят и ждут, когда он прекратит лгать. Но надо сообщить это российским людям, что там он защищает их, он их просто убивает. И таких людей очень много, и врачи ездят в Киев, и учителя. Спасибо. Но они просто боятся. Но как-то надо Спасибо вам за звонок. К сожалению, вы знаете, я думаю, что все они прекрасно знают, все они прекрасно понимают и все дают себе отчет. И мне кажется, время того, чтобы вот разъяснить русским, что все на самом деле не так, по-моему, время это уже прошло. Я еще раз, третий раз уже повторюсь за сегодня, что рейх кристаллизуется, и власть кристаллизуется, и общество кристаллизуется, им уже становится просто плевать. Да, они плохие, и попробуйте нам что-то за это сделать. К сожалению, самому главному сообщить мы не можем. Я несколько раз пытался, в итоге оказался в Следственном комитете, а потом в бегах. Владимир Владимирович Facebook не читает, ему приносят сообщения только в папочках, насколько нам это известно. А в папочках ему о том, что все плохо, не пишут, ему пишут о том, что все хорошо. 19-летний обвиняемый в убийстве сам написал явку с повинной, хотя его обвиняли в совершении другого преступления – кражи кроликов и гуся из хозяйства местного жителя. Участковый пришел в дом к сельчанину и, не вдаваясь в подробности, заявил: «Пиши явку с повинной». Тот возражать не стал. Правоохранитель немало удивился, когда выяснил, что признаться молодой человек намерен не в краже, а в жестокой расправе. Ну, то джип с трупом в багажнике врезается в остановку, то вот человек пишет вместо кражи гусей, признается в убийстве. Раскрываемость преступлений растет в России, смотрите. Переходим к новостям духовности. В Татарстане сделали прорубь в форме полумесяца. Фотографии опубликовал во ВКонтакте, Инстаграм татарский шансонье Зульфат Зинуров. Извините, к этой фотографии у меня комментариев нет, потому что как это прокомментировать, я, собственно говоря, не знаю. Зато есть у нас видеокомментарий в следующем ролике. Давайте посмотрим его. Аллаху Акбар. Аллаху Акбар. Аллаху Акбар. Все смешалось в доме Облонских. Крещение. В России появился новый вид бизнеса. Россияне продают святую воду из купели, в которой купался Владимир Путин. Говорят, очень помогает. Видимо, от идиотизма, я думаю, помогает. Я думаю, что чем дороже, тем эффект излечения лучше. У нас есть еще один звонок. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Здравствуйте, задавайте свой вопрос. Алло. Алло. Да, здравствуйте, мы вас слушаем. Добрый вечер. Алло. Да, мы вас слышим, задавайте вопрос. Скажите, пожалуйста, это Одесская область. Как столько лет... Алло. Как столько лет вот держится Жириновский у власти? И как его поддержат люди? Жириновский? Так, ну звонок у нас закончился, сорвался. Жириновский не у власти, хотя я думаю, что Жириновский, если бы сейчас были бы выборы, действительно провести прямые, свободные, независимые выборы, то я думаю, что к власти пришел бы либо Жириновский, но на данный момент точно Жириновский, он и сейчас по опросам идет вторым, либо, наверное, Грудинин. То есть вот эти вот два кандидата сейчас в большей мере, мне кажется, олицетворяют Россию, чем даже и Путин. А Жириновский будет в Софеде или в Думе, или где он там заседает, он будет заседать до самой смерти, это уже совершенно очевидно. У него все-таки здоровье не такое, как у Владимира Владимировича, и помрет он раньше. Мэрия Петербурга подключила себе за бюджетный счет эротические каналы. Молодцы, что сказать.
Новгородский суд вынес обвинительный приговор за плейлист ВКонтакте. Даниила Сукачева обвинили в осквернении вида патриарха и предметов религиозного культа, а заодно в том, что он против передачи Исаакиевского собора РПЦ. Наши коллеги из ресурса РОМП дозвонились до Даниила и взяли у него интервью. Давайте посмотрим этот небольшой сюжет. Два доблестных сотрудника полиции домой заявились и говорят: не хотите ли проехать с нами? Проезжаем, говорит, так, вот так, вот, показывают мне там стопку мое дело, там скрины стены ВКонтакте. И так, вот так, вы 29 марта 2016 года там разместили видеоклип группы «Батюшка». Тыры-пыры, у нас вот есть заключение экспертизы, что там что-то там содержит, что там оскорбление, разжигание, 282 статья. У меня лысина дыбом стала от таких разговоров. Я говорю: а клип что, говорю, в список запрещенных входит в реестр или еще куда-то. Почему? Я говорю: в личное пользование себе добавил свои видеозаписи и все. К новостям экономики. Главный федеральный инспектор Ярославской области, убивший на охоте егеря, отделался штрафом в 100 тысяч рублей. Суд квалифицировал убийство как преступление небольшой или средней тяжести. Даже если опустить обстоятельства, что инспектор вообще не имел права стрелять, статья 109 УК РФ «Причинение смерти по осторожности» не предусматривает штраф в виде наказания. Ну, в общем, недорого стоит человека, федеральному инспектору, убить в России, как новый iPhone купить. Полицейские из Королева отпустили вооруженных бандитов за 55 тысяч рублей. 9 ноября 2017 года ППСники остановили автомобиль с 4 мужчинами. При досмотре они нашли у них 2 пистолета, перчатки и маски с прорезями для глаз. Правоохранители не сообщили о готовящемся преступлении и предложили мужчинам откупиться за них за те же самые 100 тысяч рублей. Стандартная такса какая-то, смотрите. Полицейские получили 55 тысяч, вернули задержанным документы и ключи от машины и разрешили уехать. После этого налетчики совершили разбойное нападение на магазин продуктов в Балашихе. В Москве арестован бывший следователь по особо важным делам ФСБ Дмитрий Игнатьев. Опять по особо важным делам. Ну, там других и не бывает. Он вел резонансные уголовные дела в Краснодарском крае, в том числе в отношении экс-судьи Дмитрия Новикова, кубанского вице-губернатора Вадима Лукаянова и политолога Михаила Саввы. Как пишет «Коммерсант», бывший чекист обвиняется в мошенничестве. Он требовал от одного из бизнесменов 30 миллионов рублей в обмен на прекращение уголовного дела, которого на самом деле не было. Мне кажется, ему нужно не в мошенничестве его обвинять, а выдать ему премию в области экономики. Это замечательный стартап. Уголовного дела нету, но чтобы его отменить, давай 30 миллионов рублей. Мэру Махачкалы Мусе Мусаеву, арестованному 21 января, предъявлено обвинение в превышении полномочий с причинением тяжких последствий. По версии следствия, Мусаев передал принадлежащей Республике Дагестан участок земли площадью 17 тысяч квадратных метров в компании СПК за 1 миллион рублей, тогда как рыночная стоимость земли оценивается в 81 миллион рублей. Свою вину Мусаев не отрицает. Предыдущий мэр Махачкалы Саид Амиров отбывает пожизненное наказание по обвинению в соучастии в убийстве исполняющего обязанности руководителя Следственного комитета в Дагестане Арсена Ганджибекова. Кстати, когда у предыдущего мэра Махачкалы Саида Амирова, который отбывает сейчас пожизненное наказание, был обыск, у него нашли 1 миллиард долларов. Вы видели, как выглядит 1 миллиард долларов? Я вот лично не видел. Вот он выглядит вот так вот, потому что миллиард долларов лежит в подвале у мэра Махачкалы. Я не понимаю, зачем эти люди воруют такое количество бабла, чтобы потом его просто складывать в подвале в Махачкале. Моему разуму это не подвластно. Новости спорта. Виктор Ан не поедет на Олимпиаду в Пхенчхане. Шестикратный олимпийский чемпион, шестикратный абсолютный чемпион мира, 20-кратный чемпион мира кореец Виктор Ан, родившийся в Сеуле и выступавший за Корею, но в 2011 году уехавший за карьерой в Россию и получивший гражданство, не будет допущен к Олимпийским играм в Корее. Также не будут допущены такие именитые спортсмены, как олимпийский чемпион Антон Шипулин и двукратный чемпион мира Сергей Устюгов.
Ну, что я могу сказать? Виктор Ан, у него там другое имя, родился в Корее, выступал за Корею, потом хотел выступать за Россию, переехал в Россию, выступал за Россию, а сейчас не поедет в Корею выступать за Россию, потому что его не допускает Международный Олимпийский комитет. Чак Паланик и Кафка, опять же, плачут в сторонке, пьют водку на могиле Кафки, потому что не могли бы тоже такое придумать. И, кстати, не пойму, чего они возмущаются. Чего вы возмущаетесь, ребята? Ну вот Антон Шипулин, который в Сочи был олимпийским чемпионом в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Рупольдинге, занял 54 место. Ребята, уйдите вы с гордо поднятым лицом, как будто вас не допустили. А не езжайте вы на эти олимпиады и не позорьтесь без медалей на 50-х местах. В Архангельске суд признал 59-летнего Михаила Листова виновным в публичной демонстрации нацистской символики. Мужчина опубликовал на своей странице хрестоматийное фото Парада Победы 1945 года, на котором советские солдаты держат опущенные немецкие знамена. И этот снимок публиковался во всех учебниках истории. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 1000 рублей. Родина тебя бросит, сынок, всегда. И вот на этой вот замечательной оптимистичной ноте про скрепы дедов-воевалов и парад Победы мы с вами и заканчиваем наш эфир. Увидимся с вами через неделю на телеканале АТР, как обычно, в пятницу 21:00. Всего вам доброго, удачных вам выходных, до встречи.